Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Конец перемирия в Сирии. С воздуха уничтожен гуманитарный конвой. 20 человек погибли. Повстанцы в Восточном Алеппо расстреливают гражданское население за попытки перебежать в правительственную часть города. Повстанцы относятся к людям как к рабам. Их избивали и не давали есть. Они убивают тех, кто бежит. Президент Кыргызстана Атамбаев прервал свой перелет в Америку на Генассамблею ООН из-за сердечного приступа в аэропорту Стамбула. Казахстанские пенсионерки становятся фанатами мобильных гаджетов. Специальные благотворительные курсы открыли для пожилых людей новый мир. Как сбежать от войны и террористов в инвалидной коляске? После двухлетних мытарств по Ближнему Востоку сирийские инвалиды-колясочники пересекли море и оказались в Греции. Это история о силе духа и готовности к борьбе за жизнь. Но она также демонстрирует провал европейских государств в том, что касается их усилий по обеспечению безопасности. 9-летняя дворняга из украинского Львова объехала почти полмира и теперь делится своим колоссальным опытом путешествий с другими собаками и их хозяевами. Вот собака зависла. Абсолютно спокойно она себя ведет. Всеобщее перемирие в Сирии оказалось сорванным. Самолеты, принадлежность которых пока точно не установлена, нанесли ночной авиаудар по гуманитарному конвою, двигавшемуся в один из труднодоступных районов провинции Алеппо. Рейтер сообщает как минимум о 20 погибших, один из которых сотрудник сирийского Красного полумесяца. Буквально вслед за этим командование армии Башара Асада заявило о своем выходе из режима прекращения огня. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Вы видите любительские кадры этого ночного авиаудара, снятые на мобильный телефон. Сегодня их показывают все мировые телеканалы. Представители сирийских повстанцев утверждают, что бомбежку произвели либо сирийские правительственные самолеты, либо российские ВВС. Мировое сообщество склоняется к версии, что все-таки это были бомбардировщики России, так как у сирийской армии нет ни техники, ни опыта для ночных бомбардировок. Вот здесь находился склад сирийского Красного полумесяца. На него были сброшены баррельные бомбы. 6 сотрудников организации погибли, 2 остаются под развалинами. Вот посмотрите, грузовик полный гумпомощи, продовольствия, медикаменты, все валяется на полу. Посмотрите, все это еще горит. Это кадры гуманитарного конвоя до того, как он был разбомблен. На некоторых грузовиках флаги ЮНИСЕФ, Всемирной детской организации. Однако четкой информации о том, кем именно был сформирован на территории Турции этот конвой, до сих пор нет. Сообщается, что 31 машина везла помощь 78 тысячам человек в труднодоступный город Урум-Аль-Кубр в провинции Алеппо. А это кадры того, что осталось от этого конвоя. 18 грузовиков и их водителей были уничтожены авиаударом. В связи с этим ООН объявила о приостановке движения своих конвоев по всей территории Сирии. Это черный день для работников гуманитарных организаций в Сирии и, честно говоря, во всем мире. Я думаю, что мы все пережили момент шока и отвращения от произошедшего. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел сказать, что в качестве непосредственной меры безопасности на некоторое время было приостановлено движение других гуманитарных конвоев по Сирии. Мы оцениваем ситуацию, однако напомню, что наш долг остаться в Сирии и доставить помощь всем нуждающимся. Соединенные Штаты Америки тем временем настаивают, что удар по гуманитарному конвою нанесли именно сирийские ВВС, и ответственность за это преступление должна нести Россия. Сирийцы не подписывали это соглашение, его подписывала Россия. Россия должна сдерживать Асада, который продолжает бомбить все без разбора, включая гуманитарные конвои. Режим перемирия так или иначе в последние сутки нарушался более 300 раз, а после выхода из перемирия армии Башара Асада артиллерийские обстрелы и бомбежки возобновились с новой силой. Российское военное командование считает, что заявление сирийской армии о выходе из режима прекращения огня оправдано и возлагает вину за срыв договоренности на США, которые за неделю, по мнению российских генералов, так и не смогли отделить приличных оппозиционеров от террористов. Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий боевиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным.
Между тем, агентство «Франс Пресс» распространяет кадры из восточного Алеппо, на которых сотни местных жителей пытаются перебежать в западную правительственную часть города. Как они утверждают, повстанцы расстреливают всех, кто пытается покинуть их зону контроля. Я хотел сдаться давным-давно, но мне было страшно. Нам говорили, что если мы попробуем сбежать, нас расстреляют сирийские солдаты. Потом друг сказал мне, что всех простят, всех, кто капитулирует. Повстанцы относятся к людям как к рабам. Их избивали и не давали есть. Они убивают тех, кто бежит. Мои дети плакали и кричали всю ночь вчера. Вы сами слышите, как они стреляют по тем, кто от них бежит. Также агентство Associated Press распространило видео одной из атак повстанцев на позиции правительственной армии. Повстанцы расстреливают танки Асада при помощи американских противотанковых управляемых ракет «Тор». Действия происходят в тот момент, когда режим перемирия еще действовал. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев госпитализирован с сердечным приступом в Турции. Информационное агентство Dugan News Agency опубликовало видео, на котором кыргызский президент теряет сознание в стамбульском аэропорту имени Ататюрка и его увозят машины скорой помощи. Как сообщила пресс-служба кыргызского президента, Атамбаев во главе делегации направлялся из Бишкека в Нью-Йорк на ассамблею ООН. При пересадке в Стамбуле он почувствовал сильную боль в груди. После 4 часов нахождения в отеле под наблюдением врачей Атамбаева на специальном самолете доставили в больницу, расположенную на берегу Эгейского моря. Сейчас состояние президента Кыргызстана оценивается как удовлетворительное, но в США он не едет. Врачи заявили, что Атамбаеву требуется срочное углубленное медицинское обследование. Напомним, что Атамбаев уже лечился в Турции в 2007 году после того, как его пытались отравить при помощи неизвестного токсина в Бишкеке. Тем временем в столице Кыргызстана развернулась настоящая война компроматов. В ответ на обвинение со стороны президента Атамбаева в адрес членов бывшего Временного правительства республики в мародерстве, недавние соратники Атамбаева обвиняют его самого в коррупции. В ответ уже на эти обвинения силовые структуры Кыргызстана пытаются представить члена Временного правительства и исполнявшую обязанности президента в 2010 году Розу Отумбаеву зачинщиками Ошской трагедии. Подробности в репортаже Шавката Тургаева. Некоторые члены Временного правительства должны рано или поздно ответить и за мародерство, и за банковские ячейки, и за подстрекательство сепаратистов во главе с Кадыржаном Батыровым, и за организацию побега Кадыржана Батырова, и за использование некоторыми членами Временного правительства служебного положения для незаконного обогащения. Это недавние кадры выступления президента Атамбаева на День независимости. Речь окончательно рассорила его с соратниками по Временному правительству. Атамбаеву не понравилось, что временщики выступили против внесения поправок в Конституцию. Некоторые из них, которые в 2009 году просили у меня деньги на сигареты и хлеб, сегодня ездят на джипах. Миллионеры. Не дослушав до конца Атамбаева, экс-президент Роза Отумбаева тогда демонстративно покинула сцену. И чтобы не было вертикали власти, и чтобы был бардак. Член Временного правительства, депутат Умирбек Текибаев, на критику президента ответил своей порцией. На пресс-конференции он обвинил Атамбаева в захвате земельного участка ОАО «Дастан», который прежде принадлежал приближенным семье свергнутого президента Бакиева. Атамбаев на этом участке построил дом. Разгорелся скандал. В 2015 году Албек Ибраимов отдал эту землю президенту, которая раньше принадлежала сыну экс-президента Курбанбека Бакиева, Максиму, и экс-премьеру Данияру Усенову. После этого Ибраимов стал мэром Бишкека. Если в этом какая-то логическая связь, это классический образец коррупционной деятельности. Мэр Ибраимов сообщил, что президент выкупил землю у его супруги на законных основаниях. Легитимность сделки подтвердили и в регистрационной службе, хотя эта территория должна была быть национализирована. Приобретший дурную славу новый загородный дом президента Атамбаева выгодно отличается от других особняков, расположенных рядом, и больше напоминает крепость. Он обнесен высоким забором по периметру, а кругом установлены камеры наружного видеонаблюдения. Сразу после скандального заявления Текибаева пресс-служба президента распространила сообщение о том, что глава Кыргызстана поручил Генпрокуратуре возобновить дело бывшего депутата и лидера узбекской диаспоры Кадыржана Батырова, которого власти считают виновным в организации трагедии на юге в 2010 году, а также расследовать степень участия членов Временного правительства к бегству Батырова за рубеж. На днях информагентство Фергана.ру со ссылкой на собственные источники сообщило, что спецслужбы Кыргызстана ищут компромат среди узбекской общины на Розу Отумбаева и экс-руководителя
руководителя ее аппарата Эдиля Байсалова. Якобы те причастны к организации межэтнического конфликта. Байсалов в свое оправдание сделал заявление для прессы. Ко мне поступает информация, что Алмазбеком Атамбаевым дана команда арестовать меня, найти любой повод, лишь бы упрятать меня за решетку. С моего ареста начнется цикл очень серьезных, беспрецедентных по своему масштабу репрессий, которые коснутся не только членов Временного правительства, а всех других политиков, государственных и общественных деятелей, журналистов и активистов. Всех, кто может не то что даже бросить вызов власти, а способен хоть на какую-то критическую мысль. Эксперт отмечает, что обмен компроматами между действующей властью и оппозицией наверняка продолжится. Вероятность того, что в стране власти начнут закручивать гайки, тоже допустима. Действовать против оппозиции – это привычная схема работы наших властных структур. И хотя мы говорим, что с 2010 года мы что-то новое привнесли, мы что-то меняем, действительно, что-то меняется, есть ощущение открытости, свободы, но вот этот страх, который быстро вернулся. В ближайшее время, по мнению политологов, стоит ожидать активизации оппозиции. По всей видимости, очередные нападки с обеих сторон неизбежны. В любом случае, в Кыргызстане ожидается жаркая политическая осень. Шавкат Тургаев, Алишер Муталипов. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Еще одна новость из Кыргызстана. Узбекский спецназ, который почти месяц находился на спорной с Кыргызстаном горе Унгар-Тоо, ее покинул. Как сообщили кыргызские власти, узбекские силовики оставили свои позиции после приграничных переговоров. Напомним, что в августе после ареста узбекского милиционера в окрестностях Ортотокойского водохранилища Узбекистан высадил вертолетный десант на гору Унгар-Тоо и захватил в плен 4 сотрудников телевышки, которых почти 2 недели держали в одном из УВД Узбекистана. Узбекская группировка на спорной горе постоянно усиливалась, и по некоторым данным, к моменту урегулирования конфликта там находилось почти 50 военнослужащих. На сегодняшний день стороны договорились считать этот локальный конфликт исчерпанным. В Алматы открылись курсы для пожилых людей, где обучают пользоваться смартфоном, получать и отправлять сообщения, звонить по скайпу, делать фото и видеосъемку. Даже эти самые простые функции для многих пожилых были недоступны из-за непонимания новых технологий. О том, как пенсионеры стали настоящими фанатами гаджетов, в репортаже наших казахских коллег. Здесь, когда вы выполняете вот это действие, да, вы получаете доступ к такой вот панели уведомлений и быстрых настроек. В Алматы группа пожилых людей прошла 5-дневный курс в рамках проекта по мобильной грамотности Digital Life. 61-летняя Балсара Куатбай-Кызы говорит, что около 10 лет пользовалась смартфоном, но до этого дня не знала о всех его возможностях. Говорят, век живи, век учись. Я не знала о некоторых функциях. К примеру, большое количество фото я удаляла по одному. Теперь знаю, что можно выбрать и удалить все сразу. Этому я здесь научилась. Также я здесь установила себе казахскую клавиатуру. Балсара Апай зарегистрировалась в социальных сетях несколько лет назад. Говорит, что у нее около 500 друзей. В смартфоне 65-летней Зикеш Тусибек-Кызы много фотографий детей и внуков. Сейчас она научилась хранить файлы в интернете, чтобы они не занимали много места, и научилась общаться по скайпу с дочерью, которая живет в Европе. У меня есть iPad. На нем читаю новости, переписываюсь по почте. После того, как в 2005 году моя дочь уехала за границу, пришлось купить и научиться им пользоваться. Прежде не отправляла, теперь буду. Научилась заходить и в Facebook. Организаторы тренинга говорят, что у многих бабушек, подобно Зикеш и Балсаре, есть смартфоны, но они не могли пользоваться всеми возможностями своих гаджетов. Такие тренинги в этом году организованы во 2-й раз. В прошлом году их провели в 5 городах Казахстана. В этом году около 200 человек прослушали курсы в 10 городах. Люди приходили со своими вопросами, как настроить часы, как добавить человека в контакты, как стереть там ненужную смс. И потом люди с удовольствием учились тем темам, которые мы рассказывали. То есть, начиная от того, как скачать, установить приложение себе на смартфон. По словам представителей организаторов этого тренинга, после окончания курса бабушки делают селфи и отправляют фотографии родственникам. В WhatsApp создана группа «Апашки Алматы», участники которой публикуют фотографии своих внуков и обмениваются рецептами.
Маншук Асаутай, Санат Нурбек, Азатык ТВ. Далее в программе. Как сбежать от войны и террористов в инвалидной коляске? После двухлетних мытарств по Ближнему Востоку сирийские инвалиды-колясочники пересекли море и оказались в Греции. Это история о силе духа и готовности к борьбе за жизнь. Но она также демонстрирует провал европейских государств в том, что касается их усилий по обеспечению безопасности. 9-летняя дворняга из украинского Львова объехала почти полмира и теперь делится своим колоссальным опытом путешествий с другими собаками и их хозяевами. Вот собака зависла. Абсолютно спокойно она себя ведет. В центре Лондона активисты попытались привлечь внимание властей к гибели на море беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Акция была приурочена к открывшемуся в Нью-Йорке саммиту ООН по миграции. Участники акции выложили перед зданием британского парламента в Лондоне 2500 спасательных жилетов. Эти жилеты символизировали беженцев, которые погибли в море на пути в Европу. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в прошлом году приток беженцев в Европу составил рекордные 1 650 000. В этом году число заметно снизилось до примерно 300 000 человек. Судя по опубликованному в середине сентября докладу Международной организации по миграции, более 3000 из них погибли или пропали без вести во время переправы по Средиземному и другим морям. Нам нужны страны, которые готовы принять наиболее уязвимые группы беженцев. Сейчас во всем мире 21 миллион беженцев, но наиболее уязвимыми являются около 1,5 миллиона человек, которым требуется незамедлительная помощь. Их можно было бы довольно легко расселить по всему миру, и мы хотим этого добиться. Сирийские инвалиды-колясочники, брат и сестра Алан и Гияна Мохаммед, более 2 лет пытались убежать от преследовавшей их гражданской войны на родине. Они страдали как от правительственных солдат, так и от боевиков террористических группировок. В конце концов, им удалось пересечь на своих инвалидных колясках Средиземное море. Брат и сестра Алан и Гаян Мохаммед страдают от мышечной дистрофии. Их невероятный путь начался в 2014 году, когда силы так называемого исламского государства подошли к их городу Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Вместе с матерью и младшими братьями и сестрами Алан и Гаян бежали в Ирак. Год спустя, опять из-за наступления ИГИЛ, они двинулись в Турцию. Когда мы добрались до гор на границе с Турцией, мы взяли 2 лошадей для меня и моей сестры и для наших инвалидных колясок. Так они добрались до Турции, где, заплатив контрабандистам по $750 с каждого, пересели в лодку до Греции. В надувной лодке с ними находились еще 60 беженцев. Кругом кричали и плакали новорожденные и дети. Это было тяжело. Вскоре после того, как они вышли в море, у лодки отказал мотор. Через 4 часа их нашел патруль Европейского Союза и отвез на греческий остров Хиос. Это история о силе духа и готовности к борьбе за жизнь. Но она также демонстрирует провал европейских государств в том, что касается их усилий по обеспечению безопасности этих людей, спасающихся от последствий войн в их родных странах. Семья Мохаммед достигла Греции всего за несколько дней до того, как Европейский Союз и Турция договорились о возврате беженцев в Турцию в обмен на финансовую помощь Анкаре. Однако сегодня путь в Западную Европу закрыт, и семью поселили во временном лагере для беженцев под Афинами. Они живут здесь уже полгода. Необходимо, чтобы греческие власти при поддержке ЕС улучшили условия жизни тех, кто оказался в Греции. Однако в конечном итоге страны Европейского Союза должны принять большее число беженцев. Сегодня в Греции порядка 60 000 беженцев. И в условиях нарастающей оппозиции в Европе реализация планов по приему и переселению беженцев откладывается. Алан Мухаммед учит детей беженцев в лагере английскому языку. Спасение его семьи от ИГИЛ стало победой воли над обстоятельствами. Однако Алан говорит, что его путь еще не окончен. Президент Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз эпатировал граждан своей республики. На этот раз он пришел на торжественный банкет в честь Дня чеченской женщины в рыцарских доспехах и вооруженный копьем. Эти кадры опубликованы на официальной странице Кадырова в Инстаграме. День чеченской женщины в этом году совпал с выборами главы Чечни, на которых Кадыров набрал более 97% голосов при явке свыше 94% избирателей. Это одна из самых высоких цифр на территории России. Правда, тяжелая кольчуга, копье, меч и шлем, постоянно сползавший Кадырову на глаза, очень быстро утомили чеченского президента. И в какой-то момент он, переодевшись в национальный костюм,
пустился в пляс. День чеченской женщины отмечается в республике с 2009 года. Он посвящен памяти чеченских девушек, которые погибли во время Кавказской войны с Россией. 9-летняя украинская дворняжка Лада из Львова стала звездой интернета. Она объездила со своими хозяевами на автомобиле уже полмира. За время поездок у хозяина собаки насобиралась историй про своего питомца на целую книгу. Подробности в репортаже наших украинских коллег. Я пошел в кабинку переодеваться, а Лада пошла за мной. И села она на входе в кабинку, и какой-то мужчина пытался заходить, она его облаяла и отогнала. А люди на пляже это видят, и я слышу, они шепчутся между собой, показывают на мою собаку пальцем и говорят фразу «страхотна куча, страхотна куча». Я оскорбился, какая же она куча, какая же она страхотная. Оказывается, по-болгарски страхотная куча – это великолепная собака. Это было первое морское путешествие Лады. После болгарских золотых песков были специальные собачьи пляжи Балтики и каналы Венеции. Щенком Ладу подобрали на улице в спальном районе Львова. Теперь в ее биографии 10 европейских стран, а в походном рюкзаке собачья аптечка и автомобильный ремень безопасности, одежда, сапоги и альпинистская обвязка. Это для походов любимыми Карпатами и Татрами, где Лада покорила уже все доступные двухтысячники. В такой обвязке собаку можно перенести, привязать к себе или же поднять на скалу. Игорь шил ее сам по образцам снаряжения собак-парашютистов и спасателей. В украинских туристических магазинах о чем-то подобном не слышали. Вот собака зависла. Абсолютно спокойно она себя ведет. Ничего ей не мешает. По ходу путешествия все важные и интересные детали Игорь записывает в блокноты. Тут адреса дружественных к собакам отелей и кемпингов, интересные маршруты, правила и знаки, которые нужно уметь читать собачникам. Хотя, говорит, для адекватных людей и собак часто делают исключения. Как, например, в Праге. Там охранник пустил Ладу посмотреть на павлинов в закрытый для собак парк. Он посмотрел на меня оценивающе, это опять же к вопросу об адекватности собаки и хозяина. И сказал, вы знаете, в правилах написано, отпустить собаку нельзя. На поводке с собакой гулять в этом парке нельзя. Но насчет того, чтобы взять собаку на руки и гулять по парку, в правилах ничего не сказано. И таких историй, а также полезной информации и советов из собственного опыта у путешественника уже насобиралось на 2 книги. Игорь очень надеется, что поможет многим собачникам, которые дальше ближайшего парка не выходят, побороть страх перед дальними путешествиями. Вместе с собакой, конечно. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.